Все самое важное и интересное за эту неделю. Избивало 11 часов. В Ухте завершили расследование истязания, сопряженного с пытками. Первое прошло. Шудаягские активисты в суде добиваются открытия амбулатории. Экспертное мнение. Наказание за угрозы жизни и здоровью. Отчиталась о работе и спросила о проблемах в Ухте. Побывала депутат Госдумы. И фонтаны, и детские площадки. Что в Ухте сделают за лето и чего придется подождать. Подробности прямо сейчас. В Ухтинском отделе Следственного комитета завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя 1983 года рождения. Мужчине инкриминировали истязание с применением пытки. Так, согласно материалам дела, находясь в собственном гараже, он удерживал свою возлюбленную, пытаясь буквально выбить из женщины признание в измене. За день до случившегося пара повздорила. Мужчина решил разорвать отношения с сожительницей, причиной назвал ее неверность. После случившегося конфликта потерпевшая сама пришла в гараж к фигуранту дела, чтобы поговорить. В итоге изволять ее из закрытого помещения пришлось родне. Ухтинка провела там не меньше 11 часов. Все это время фигурант избивал ее не только руками и ногами, но и подручными средствами, к примеру, металлической палкой. В какой-то момент пострадавшая решила скрыться под автомобилем, который стоял на домкрате. От преступных посягательств данного гражданина потерпевшая пряталась под указанным автомобилем. В это время он бросал в потерпевшую подручные предметы, которые там находились: молотки, гаечные ключи, камни. И в то время, когда потерпевшая находилась под автомобилем и прикрывала жизненно важные органы, да, своими руками, фигурант уголовного дела высказывал ей угрозы убийством, что выражалось в том, что он угрожал убрать домкрат из этого автомобиля, в результате чего этот автомобиль бы рухнул на потерпевшую. В итоге он облил голову женщины дизельным топливом. Когда к гаражу подошли родственники потерпевшей, фигурант забаррикадировался в помещении и угрожал поджечь его. Подоспевшие сразу вызвали полицию, благо рядом находился экипаж ГИБДД, сотрудники которого и вызволили женщину из гаражного плена, а ее истязателя задержали. По результатам экспертизы он причинил женщине телесные повреждения средней тяжести, в том числе перелом правой пястной кости. Также фигурант прошел медэкспертизу, которая доказала, что в момент совершения преступления он был невменяем, находился в острой фазе психического заболевания. На учете у психиатра не стоял, но его сожительница в последнее время замечала вспышки ревности. Так, за день до случившегося он ее избил. Следственный комитет ходатайствует о принудительном лечении мужчины. Дело передано в суд. 6 июля в Ухтинском городском суде прошло первое заседание по иску жительницы Шудаяга Ольги Сапрыкиной к Ухтинской городской поликлинике об обязании открытия амбулаторного отделения в Шудаяге. Напомним, жители поселка требуют открыть и отлицензировать полноценную взрослую амбулаторию по адресу Павлова, 9. Ранее местным уже пообещали строительство новой с площадями как для детского, так и для взрослого амбулаторного отделения. Но новое строительство начнется не ранее 2025 года. Активисты пошли в суд. Первое заседание было недолгим. После него на сайте суда появился релиз с итогом. Так, по результатам судебного заседания, проведенного с участием истицы и представителя ответчика, судом к участию в деле привлечены администрация муниципалитета Ухта и Министерство здравоохранения Республики Коми. 27 июля 2021 года суд продолжит рассмотрение дела. В минувший понедельник с рабочим визитом в Ухте побывала действующий депутат Государственной Думы Ольга Савастьянова. Созыв, в котором она трудится, заканчивает свою работу в сентябре. Так что представительница Коми в Нижней палате Федерального собрания решила напомнить ухтинским избирателям, что же было проделано ей за период работы. Так, она отметила, что перед Госдумой стояла задача защитить региональные бюджеты, а также выделение недостающих средств на нужды из федерального бюджета. Увеличить финансирование из федерального бюджета. И мы это сделали через национальные проекты. То есть на сегодняшний день по всем направлениям нашей с вами жизни
образование, культура, здравоохранение, промышленность, экономика, экология, дороги, жилье, ЖКХ, туризм. По всем по ним приняты национальные проекты. Для нас эти национальные проекты интересны тем, что они, во-первых, работают на развитие, и второе, что для нас очень важно, что 95-97% софинансирования этих проектов – это федеральный бюджет. Также в докладе народная избранница рассказала, что в Думе готовят законопроект, связанный с привлечением кадров на село по типу земского доктора и земского учителя. В России должны появиться земские работники культуры и тренеры. А еще поделилась цифрами по поддержке проектной деятельности в рамках конкурса грантов «Северная мозаика», в котором могли участвовать не только юрлица, но и физические. Ольга Викторовна поддержала 69 проектов, в числе которых были и ухтинские. Затрачено на это было 12 миллионов 300 тысяч. После доклада представительница Госдумы выслушала предложения и вопросы от собравшихся. Так, на встрече вновь было озвучено предложение о введении распределения рабочих, конкретно педагогов, в школы после окончания вузов, чтобы решить кадровый голод в системе. Начальник управления образования, в свою очередь, подняла вопрос о поддержке выпускников при поступлении в местный университет. Да, есть профильные классы, которые сегодня ориентированы на поступление, в том числе в наш Ухтинский государственный университет. Но с прошлого года у вуза отсутствует возможность самостоятельно принимать решения в правилах приема о дополнительных баллах, которые могут быть приняты, если ребенок поступает, например, из профильного класса, закончив школу инженерных кадров на базе 10-й школы. У нас 2 года выпускники пользовались этой возможностью, дополнительно 10 баллов имели. С этого года эти 10 баллов не начисляются. К сожалению, можно ли решить данный вопрос, непонятно. Внятного ответа по дополнительным баллам за прохождение профильного курса в школе не прозвучало. Но, продолжив тему образования, Ольга Савастьянова сообщила, что школы в скором времени перестанут проходить аттестацию. В следующем году аттестация будет бессрочной и изменит свой формат. Администрации образовательных учреждений больше не придется во время проверки сдавать кипу отчетов, как было ранее. Представители администрации Ухты рассказали о планах по благоустройству муниципалитета на текущее лето. Часть работ уже проведена. Так, в рамках комфортной городской среды один из проектов уже закончили. По улице Октябрьской на Водном сделали тротуар и заменили освещение. Чтобы начать работы по еще одной общественной территории, на Яриге подрядчик выходит на объект 8 июля. Также за это лето отремонтируют 22 дворовые территории, 6 из них уже сделаны, на 4 ведутся работы. Приведение дорожного покрытия нормативного состояния, знаете, что уже в районе площади Мира, это вот наш пятачок между спорткомплексом Капустина, бассейном, ну, видели, там сделано работы, и часть Мира улицы затрагивает до перекрестка с Первомайской. У нас на сегодняшний день еще из Куратова уже сделано в районе 19-20 дома, там тоже дорожное покрытие и небольшое количество бордюров уже сделаны, работы планируется к сдаче. Ведутся работы и на проспекте Ленина. Там идет ремонт и самого дорожного покрытия и продлевают разделительную полосу от Космонавтов до Комсомольской площади. Делают ее как для безопасности движения, так и для улучшения эстетического вида. Там будет газон и высадка декоративных растений. Предстоит и полное обновление набережной Газовиков, а вот параллельно ей объездной Затиманской пока не будет. Проект не прошел экспертизу. Так как выезд этой дороги выходит на весовой контроль. Туда вот в районе, где на Сыктывкар идет, там Ростелеком установила, без нашего согласования, установил весовой контроль. На сегодняшний день на такие виды дорог нельзя выходить. На сегодняшний день рассматривался вопрос, задавали мы вопрос о переносе этого комплекса, чтобы его перенести и нам сделать объездную дорогу. Пока вопрос не решен на уровне министерства. Скорее всего, в городе не успеют этим летом сделать обещанные фонтаны возле Дворца культуры. Теперь ожидают коммерческие предложения, но работы будут долгие. А впереди юбилей республики. Зайти к ДК с техникой не самое целесообразное решение для ближайших месяцев, констатировал заместитель руководителя администрации.
Не хотелось бы все-таки, поймите, как бы не было пандемии, не пандемии, какой-то праздник будет на столетие на город, а это в центре города. Мы туда зайдем со всей техникой, сами поймите, что не очень красивые картинки, я не знаю, научились у нас, чтобы делать без грязи. Наверняка там в любом случае все это будет. А вот обещанную Куратовскую детскую площадку восстановят. Уже ищут подрядчика. Стартовали и работы рядом со сквером Прядунова. Уже демонтировали столбы освещения, их заменят на новые. Там также установят игровой комплекс. Также сделают спортивный объект возле 13-й школы. В Дальнем это особенно актуально, так как открытых спортивных площадок там нет. Обсудили и вопросы многострадальных ухтинских лестниц. Управление ЖКХ сообщило, на прошлой неделе провели комиссионный осмотр объектов. Все лестницы осмотрели, дефектные акты составили, планируем график с этого года и до, не буду говорить до какого, будем ежегодно планировать хотя бы по 2-3 лестницы, чтобы мы их ремонтировали. Но чиновники сетуют на бетон, с помощью которого делают ступени. Дескать, недолговечен он на севере. То, что ремонтировали в прошлом году, вновь требует обновления. Предусмотрена ли законом уголовная ответственность за угрозы убийства или причинения вреда здоровью? Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью является уголовно наказуемым деянием, однако это известно далеко не всем. Ответственность за данный вид правонарушения предусмотрена статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Для привлечения лица к уголовной ответственности нужно, чтобы потерпевший воспринимал угрозу как реальную. Угроза может быть выражена как в устном, так и в письменном виде, посредством телефонных переговоров, переписки электронной, через сеть интернет, а также демонстрация орудий, например, пистолета, топора, бритвы и других предметов, которые могут причинить вред здоровью и жизни. Стоит принимать во внимание не только то, как потерпевший воспринимает данную угрозу субъективно, но и фактические обстоятельства совершения данного преступления. Например, характеризующие данные о личности виновного. Например, он был ранее судим за совершение преступления насильственного характера, а также его психическое состояние здоровья и в каком состоянии он высказывает данную угрозу. Например, находясь в наркотическом или алкогольном опьянении. Вместе с тем угроза, которая не вызывает реальное чувство страха и опасность за жизнь и здоровье у потерпевшего, не может квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние. За совершение такого преступления предусмотрена ответственность лица, достигшего возраста 16 лет. Предусмотрены такие виды ответственности за угрозу убийством жизни или здоровью потерпевшего, как обязательные работы, ограничение свободы до 2 лет, принудительные работы, а также лишение свободы на срок до 2 лет. Если угроза убийством высказывается виновным лицом систематически в отношении потерпевшего лица, но при этом не применяет никакие действия в дальнейшем, и потерпевший воспринимает уже данные угрозы убийства как систематические, то такое деяние не квалифицируется как уголовно наказуемое.